Эфир телеканала продолжит брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике, предлагаем послушать. Дмитрий Дмитриевич, доброе утро. Расскажите о пожароопасной обстановке на сегодняшний день. Доброе утро. Сегодня на территории республики действует 203 пожара. Из них тушится 65, локализовано 8 за сутки, ликвидировано 27, но обнаружено еще дополнительно 14 пожаров. На пожарах работает 2106 человек, 290 единиц техники. Среди состава тушащих у нас есть привлеченные силы, это 688 человек пожарных десантников, которые прибыли с наших разных регионов. Работает авиация. Вчера авиация МЧС Б-200 работали в Сунтарском районе, Министерство обороны Ил-76 работали также в Сунтарском районе. Сегодня в планах стоит работа всей авиации. Это самолеты будут работать также в Сунтарском районе. Вертолеты МЧС 2 единицы будут работать на Ленских столбах. Вертолеты Министерства обороны 4 единицы, 3 будут работать в Нюрбинском, Ленском и в Сунтарском районе. Также будут работать 2 единицы вертолетов полярных авиалиний и 2 единицы Алроса. Они будут работать также по переброске сил в разных точках пожара. У нас самолет-зондировщик вчера, к сожалению, не работал, видимости не было. Видимость необходимая – это 2000 метров. Вчера видимость составляла 1200. И, к сожалению, самолет не работал. Мы сегодня надеемся, что при смене ветра самолет вылетит и будет работать в Вилюйской группе районов. Сегодня область, по прогнозам гидрометслужбы, там присутствует, и мы надеемся, что самолет вылетит и успешно поработает. На внимании оперативного штаба находится населенный пункт, которому угрожает огонь. Сегодня их 3. Это горный район, села Магарас, Кептин и Юрт. Вчера я лично ездил в горный район. Сегодня по указанию главы региона Арсения Сергеевича Николаева будет формироваться автоколонна, которая будет работать на пожарах горного района. Все, спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем выпуском новостей. В студии Валерия Наумова главные темы этого утра. Борьба с огнем продолжается. Врачи-добровольцы отправились тушить лесные пожары. Глава республики встретился с учеными-математиками. Они представили научные идеи, касающиеся развития республики. Начался прием заявлений о единовременной выплате для школьников. В Якутске организовали общественный добровольческий штаб Якутии по борьбе с лесными пожарами. Прошло собрание общественного движения «Сохраним природу Якутии» совместно с предпринимателями города, МЧС и представителями лесоохраны. Собрана гуманитарная помощь в виде снаряжений, продуктов питания и необходимых медикаментов. Любой желающий может предложить свою помощь как материальную, так и физическую. Для этого можно обратиться в пункт круглосуточного приема на улице Орджоникидзе, 10 или позвонить в единый колл-центр по телефонам 8 914 824 7506 и 8 41 12 50 88 92. Мы собираемся с участием представителей органов исполнительной власти, представителей оперативного штаба Республики Саха-Якутия, МЧС, ну и, естественно, наш общественный штаб, чтобы не было повторов, чтобы мы конкретно узнали и поставили перед собой определенные задачи, какие задачи выполняет наш общественный штаб и по каким направлениям мы взаимодействуем. Это очень важно для нас, чтобы не было такого, что общественники шли просто без сопровождения МЧСников, пожарных. Здесь нужно будет согласовать все действия.
Сотрудники Якутской республиканской клинической больницы присоединились к этой борьбе. Добровольческий отряд, состоящий из 8 человек, в минувшие выходные тушил пожары на территории Горного Улуса. Репортаж нашего корреспондента. На помощь огнеборцам, работающим в Горном Улусе, Якутская республиканская клиническая больница отправила группу в составе 8 человек. В пятницу после рабочего дня добровольцы получили необходимый инвентарь и прошли подробный инструктаж. Ребята сразу отозвались, потом, после выяснения маршрута выезда в селе Магарас мы уже вышли на связь с оперативным штабом. Но мы до этого успели организовать ребятам спецодежду, питание на 2 дня и средства пожаротушения. В список огнеборцев в числе первых записались Борис Никифоров и Данил Николаев, которые до этого выезда уже имели опыт пожаротушения в качестве добровольцев. Молодые люди вместе с коллегами поздним вечером доехали до пункта назначения в 20 километрах от села Магарас и сразу приступили к работе. Мы приехали ночью, получается, и сразу же пошли тушить. И часов где-то, не знаю, 4, может, закончили и пообедали. Получается, завтрак это уже был. Немного поспали и дальше продолжили. Тяжело, конечно, было там из-за дыма, плохая видимость, жарко, дышать трудно. Нам выдали ранцы противопожарные и лопаты, топоры, бензопилы. И там в 20 километрах там тушить рядом с озером и ранцами тушили. За 2 дня добровольцы нейтрализовали пожар на 2 участках, после чего вернулись в Якутск. Сегодня все 8 сотрудников вышли на смену. Добавим, что больница не только отправляет группы добровольцев, но и жертвует денежные средства. Так, в пятницу в фонд пострадавших от лесных пожаров было отправлено около 150 тысяч рублей. Больница продолжает сбор денег и готова в случае необходимости собрать новую группу добровольцев. Власий Сергеев, Владимир Павлов, Якутск. Административная комиссия Якутска продолжает работу по проверке соблюдения указа главы о работе общепита. Так, в минувшие выходные прошел очередной рейд, в ходе которого проверили 13 лже-кафе и ночных заведений. Репортаж Саргаланы Неустроевой. По результатам прошедшего рейда в 3 заведениях были зафиксированы нарушения. Однако это только те случаи, которые можно напрямую доказать. На деле большинство из проверенных точек попросту не открыли дверь. Они закрываются, то есть не пускают. К сожалению, мы не можем попасть в некоторые объекты, так как они просто не открывают двери. Допустим, были моменты, когда мы приезжали, никого там не было, и после того, как мы ушли, они обратно запускали людей. То есть такие моменты тоже есть. А это заведение, вопреки указу и всем санитарным нормам, не только работало, но и проводило вечеринку. В свое оправдание хозяин бара сказал, что здесь все свои, празднуют здесь чей-то день рождения. Нерадивому предпринимателю грозит большой штраф и возможное закрытие. Будет составлен протокол по КоАП РФ. Там у них штраф до 1 миллиона рублей, рассматривается городским судом, а также может быть закрытие до 90 суток. Тем временем последнее веяние постковидной эпохи, так называемые фри-зоны, добрались и до Якутска. Всего таких заведений 10. При этом, по словам сотрудника административной комиссии, практически половина из них в прошлом считалась злостными нарушителями ограничений. У нас есть те злостники, их примерно 5 заведений, которые продолжают работать. То есть продолжали работать, прежде тем, как попали в реестр, фри-зону, да, они продолжали работать после 12 часов ночи. Сейчас скоро будут суды, и уже будет какая-то мера на них воздействия. Между тем, только за последние 4 года численность алкомаркетов в Якутске возросла на 20 и составила 433. Таким образом, на каждый ларек, где запретили торговать алкогольной продукцией, открылась по алкоточке. И даже этого недостаточно желающим повеселиться в пьяном угаре. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск.
Северо-Восточный федеральный университет, Сибирское отделение Российской академии наук и Южный федеральный университет с 18 по 25 июля проводят международную конференцию на тему «Математическое моделирование, обратные задачи и большие данные». Конференция будет проходить в очно-дистанционной форме на базе СВФУ. Онлайн-формат будет осуществляться посредством платформы Zoom. Очные заседания будут проходить ежедневно в культурном центре «Сергеляхские огни». Главной целью конференции является обсуждение современных проблем теории и практики прикладного математического моделирования при решении актуальных задач науки и техники. Это мероприятие осуществляется в рамках большого нашего гранта, и нашего института математики и информатики в целом занимает лидирующие позиции. И в этом году у нас получилось вот этот форум провести у нас, а в прошлом году в связи с коронавирусом пришлось делать это в другом городе. Но мы очень надеемся, что на плодотворную работу всех наших коллег, и получится так, что в рамках реализации большого проекта к нам будут приезжать наши очень сильные коллеги и поддерживать нас в этом хорошем деле. Айсен Николаев встретился с членами комитета международной конференции. Ученые представили главе Якутии научные идеи, касающиеся развития республики. В частности, это были идеи по работе с большими данными и вычислительными системами. Речь шла о моделировании природных катастроф, в том числе о роли науки в предупреждении лесных пожаров. Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу освоения недр и отметили необходимость проведения научно-технической экспертизы опасных промышленных объектов. Заявление через портал госуслуг о единовременной выплате для школьников подали родители 14 миллионов детей страны. По указу президента Российской Федерации все семьи, в которых растут дети школьного возраста, к началу учебного года получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. На эти цели выделено более 204 миллиардов рублей. Для удобства граждан уже запущен механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах. Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В бюджете текущего года на это предусмотрели 1 миллиард 350 миллионов рублей, напомнил он. Всего определены 46 межрегиональных маршрутов. Они напрямую соединяют практически все основные российские города от Калининграда до Южно-Сахалинска. Цены производителей на хлеб в России остаются на стабильном уровне, заявили в Министерстве сельского хозяйства страны. Об этом сообщается на сайте ведомства. В понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении с августа цен на свою продукцию на 7–12%. Как отмечает издание со ссылкой на одну из сетей супермаркетов, поставщики обосновывают это подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки. Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне. Так, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%. На хлеб из ржано-пшеничной муки на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции, заявили в Минсельхозе. Сбор 200 тысяч подписей в поддержку присвоения Алдану звания «Город трудовой доблести» организовали в республике. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о почетном звании «Город трудовой доблести» в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. В 1940-е годы из Алданского района на фронт призвали почти 12 тысяч человек, из них 24 герои Советского Союза. 7 алданцев были удостоены этого высокого звания за подвиги на полях сражений. А в 75-летие Победы на Аллее Славы открыли их бронзовые бюсты. Проголосовать в поддержку Алдана можно на сайте трудовойалдан.ру. К этому часу это все новости. Хорошего дня.